эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Анализы гендиректора ЕТЭК еще на рассмотрение. Исса Николаев назвал дату, когда анализы других пациентов будут направлены в Новосибирск. Аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование заказано для Якутии. Насколько сейчас оснащены больницы? Сегодня отмечается День Арктики. Какие принимаются решения для долгосрочного развития арктических территорий страны? Стали мерзнуть и жить в сырости. Дома в поселке Беркакит Нерюнгринского района нуждаются в капитальном ремонте. Анализы 5 пациентов, контактировавших с гендиректором ЕТЭК Андреем Коробовым, будут направлены в Новосибирск с 20 марта. Об этом заявил глава республики Исса Николаев в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом в регионе. Ранее сообщалось, что у них предварительно положительные результаты на коронавирус. На данный момент из Федерального оперативного штаба подтверждения по анализам генерального директора ЕТЭК нам еще не поступили. Они еще на рассмотрении. Мы уверены, что сегодня до конца дня у нас будет информация и сразу будет сделано оповещение о подтверждении или неподтверждении диагноза, сообщил Исса Николаев. Ряд наших образовательных учреждений, ряд таких сервисов тоже принимает решения для того, чтобы те якутяне, которые сейчас будут находиться, ну, скажем так, в самоизоляции, которые будут больше сейчас находиться на удаленном таком доступе работать, могли все-таки лучше проводить свой досуг. Ряд решений, так, например, компания «Сахамов», к которой я тоже обратился, они ряд фильмов на якутском языке сделали тоже бесплатными. Доступ до 10 апреля. Северо-Восточный федеральный университет сейчас принимает решение, чтобы те курсы образовательные, которые у них есть для студентов, стали доступны для школьников, для взрослых. И я уверен, что и другие компании, которые у нас работают как раз в области онлайн-образования, IT-технологий, сделают тоже такие шаги для того, чтобы якутяне как можно меньше дискомфорта чувствовали в условиях вот такой изоляции. И опять же, пользуясь случаем, хочу жителей попросить поменьше выходить из дома. Вот эта скученность в торговых центрах и так далее, она, конечно, в первую очередь опасна для тех людей, которые, и там работают, и там вот просто находятся. Здесь не надо лишний раз идти в эти торговые центры. Вот у нас в первую очередь это просьба именно по торговым центрам. Также я попросил мэра города посмотреть вопросы по ограничению времени работы развлекательных центров. Потом, если ситуация будет это требовать, может быть и по сокращению времени работы предприятий общественного питания. По предприятиям общественного питания сейчас это точно мы делать не будем ограничений, но по развлекательным вот этим заведениям круглосуточным, конечно, решение можно было бы уже и принять в ближайшее время. Также хочу сказать, что все работы по дезинфекции общественного транспорта, междугородних такси, они все проводятся в установленном порядке. Здесь никаких перебоев нет. Я дал поручение правительству, чтобы помогли компаниям, которые занимаются завозом дезинфицирующих средств, обеспечить здесь в республике достаточный их запас. Хочу подчеркнуть также, что много ко мне вопросов поступает по сдаче билетов. Здесь хочу сказать, что авиакомпания «Якутия» и полярные авиалинии со вчерашнего дня без штрафов деньги за билеты возвращают. Федеральные компании Seven, Аэрофлот деньги возвращают, но штрафные сборы у них идут. И сейчас мы обратились на уровень федерации и из других регионов. Я знаю, мои коллеги-губернаторы тоже обращаются для того, чтобы этот вопрос был решен на федеральном уровне. Началась усиленная работа по дезинфекции в общественных местах. Как усилились меры в аэропорту Якутска, автобусах и местах массового скопления людей, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Пассажиры рейса Саккырыр-Якутск проходят через зону прилета. Сразу после этого проводится дезинфекция. Если раньше уборка проводилась каждые 3 часа, то теперь ее проводят буквально после каждого рейса. В аэропорту Якутск усилен режим уборки, увеличена частота санитарной обработки стоек регистрации, касс, зоны досмотра, офисных помещений, телетрапов. Подрядная организация, занимающаяся уборкой в аэропорту, проводит дезинфицирующую уборку после каждого вылета и прилета. Работники аэропорта Якутск проинформированы о мерах профилактики и распространения коронавируса и используют в работе защитные маски и перчатки.
По предписанию Роспотребнадзора все водители маршрутных автобусов проводят дезинфекционную уборку. У них также повысилась частота. Еще в начале недели они проводили обработку несколько раз в день. Сейчас она проводится после каждого рейса. После каждого рейса мы обрабатываем поручни, сиденья специальным хлоросодержащим средством. И вечером обязательно полностью полы моем, сиденья, все протираем полностью. Руководство городского маршрута номер 17 заранее закупило специализированное дезинфицирующее средство «Диохлор». На одну уборку требуется 1 таблетка. По их словам, одной упаковки хватает надолго. Предпринимаем меры, я считаю, очень даже целесообразным, чтобы не распространял дальше, чтобы пассажиры должны быть все, не должны беспокоиться, автобусы все дезинфицируются. Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Якутяне стали массово отказываться от авиабилетов и турпутевок после того, как страны стали закрывать свои границы для приезжих. Между тем, отказы стали поступать и на перелеты между городами России. Люди не могут вернуть свои билеты. Федеральные авиаперевозчики отказываются их принимать, ссылаясь на то, что границы между городами России не закрыты. Ульяна Шагина подробнее. Мы сейчас находимся в одном из офисов авиакомпании S7, которая находится в столице республики. Как мы видим, здесь очень много народу, но говорят, что вчера было еще больше. Люди пытаются вернуть свои билеты, причем не только в те страны, где сейчас закрыта граница, но и внутри страны. Допустим, на Москву сегодня, как объяснили нам на авиакассе, билеты не возвращаются. Вернуть хотим. Ждем. У вас куда? Москву. На Москву. Какого числа у вас было? 26-го. Ну, вы обращались уже, что Не, вот жду очередь. Я где-то потратила 22. У меня должен был лететь ребенок в Питер. А сейчас я не хочу выпускать. И был указ Айсы Николаевны, что детей не выпускают из республики. Я не знаю, возвратят нет. Из-за нежелания принять всех или от большого количества обращений сегодня в одном из офисов полетела система. Единственный на всю толпу кассир просто физически не успевает всех принимать. Вчера возвращали, сегодня у нас сбой системы. Система не работает. Сбой системы у нас. Да, закрытые страны без проблем возвращаем билет. S7 действительно производит возврат даже невозвратных билетов. Но это касается только тех стран, границы которых закрыты из-за пандемии. А вот тем, кто хотел осуществить полет в регион России и передумал из-за коронавируса, придется понервничать. На Москву? На Москву не возвращаем. Сейчас у нас рейсы выполняются по расписанию. Нет. Добровольный возврат со штрафами. А штрафы какие? У нас разные по тарифам. 2000. 2000 штрафа, да? 4000. Не идут на контакт со своими клиентами и турагентства. Офисы пусты, сами работники покидают рабочие места. Туристы остаются на руках с выкупленными турпакетами. Вот сейчас никого тоже нет. А звонили им на телефон? Нет. Нет, они не берут. Телефон не берут. Правительство республики взяло ситуацию под контроль. По региональным авиакомпаниям Якутия, Полярной авиалинии и Алроса уже удалось достичь договоренности. Все они сегодня возвращают деньги за неиспользованные билеты в полном объеме. Невозвратные, субсидированные, все билеты, которые пассажир желает сдать. Но этот период ограничен у нас с 18 марта по 31 мая. Что касается федеральных авиакомпаний, правительство республики сейчас ведет переговоры с ними, чтобы возвраты билетов осуществлялись без каких-либо санкций. Предлагаемая ими, непосредственно схема, по которой билеты возвращаются независимо от их статуса, но со штрафом. Сегодня непосредственно является схемой, которая ими предложена. Мы дальше ведем переговоры и ставим вопрос о том, чтобы все-таки штраф с людей не брали. Решить вопрос с турпакетами вице-премьер Ольга Балабкина поручила Министерству предпринимательства. Сегодня же в ведомстве был создан оперштаб, но каких-либо конкретных мер пока не выработано. Нами с сегодняшнего дня начата работа с туроператорами, а также со всеми авиакомпаниями по выработке механизмов возврата билетов либо переоформления их на более поздние сроки.
Но не все якутяне сегодня пытаются вернуть билеты. Кто-то и вовсе, не придя к согласию с авиакомпаниями, на свой страх и риск вылетает в запланированный город. В основном такие вылеты осуществляются в межроссийские города. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В Якутии сейчас насчитывается 361 аппарат искусственной вентиляции легких. Они сосредоточены по районным больницам в Якутске, Нерюнгри, Мирном, пишет ЕСА. Как объяснили в оперативном штабе, будут приобретаться дополнительные аппараты в количестве 36 штук, чтобы избежать ситуации возможного широкого распространения инфекции коронавируса. Переговоры по заказу дополнительных аппаратов уже прошли с федеральным правительством. Оборудование заказано. Без профосмотров и диспансеризации медицинские учреждения Якутии переходят на новый план работы. Они приостановили прием и диспансерный медосмотр пациентов. В большинстве случаев врачи посещают больных на дому. Продолжит Саргалана Федорова. Посетители попадают в больницу только после измерения температуры. Если она повышена, то пациента проводят через другой вход. Таким образом осуществляется контроль за недопущением потенциальной инфекции. Упростили и получение больничных и рецептов. Все, кто находится на карантине, могут оформить больничный лист дистанционно, позвонив в колл-центр больницы. Приезжих из разных стран, из-за границы стало много, поэтому их по предписанию с Роспотребнадзором мы контролируем, каждый день наблюдаем на дому. Это тоже очень большая работа для участкового врача. На поздние сроки перенесли профилактические осмотры, диспансеризацию и обследование детей до года. Принимают только повторных больных. Льготникам, которые входят в категорию риска, доставляют лекарства на дом. К работе привлекают студентов-медиков. Студентов у нас целая группа, где-то 30 человек. Пациентов не сосчитать. Проходит очень большое количество народу, поэтому мы помогаем медперсоналу. Врачи рекомендуют консультироваться по интересующим вопросам удаленно, не посещая больницу. В колл-центре Якутской городской больницы номер 3 работают 5 операторов. Количество звонков в день увеличилось до 900, а в клиническом центре республиканской больницы номер 1 увеличили терапевтическое отделение до 50 коек. Принимают экстренных пациентов по скорой медицинской помощи. Закрыли одно из отделений хирургического профиля. На этой базе открыли терапевтические койки, и на них мы осуществляем прием экстренных пациентов. Если будет необходимость, то, по всей видимости, мы закроем и некоторые другие еще отделения на этот профиль, потому что по прогнозу я уже вижу на сегодняшний день прогноз о том, что поток больных очень большой, и, скорее всего, мы в ближайшее время эти 50 коек уже на эти 50 коек уже лягут пациенты, и нам уже некуда будет госпитализировать. На сегодня все медучреждения региона обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и медикаментов. Врачи рекомендуют не посещать поликлиники без особой необходимости. Саргалана Федорова, Иван Яковлев, Якутск. В России планируют ввести новый вид занятости, который предполагает совмещение работы на обычном рабочем месте и удаленно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя Центрального штаба УНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой. Согласно документу, в Трудовой кодекс могут ввести статью «Временная удаленная работа». Нововведение предполагает доп. Соглашение к трудовому договору, которое можно будет заключить в электронном виде. Предлагается также зафиксировать положение о том, что при выполнении сотрудникам установленные нормы труда его зарплату нельзя снижать. В Якутии учреждения культуры прекращают работу. Приказ об этом подписал министр культуры республики Юрий Куприянов. С сегодняшнего дня будет приостановлен допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность. Будет приостановлено функционирование театров, филармоний, цирка и иных организаций исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов для посетителей. Обслуживание посетителей в зданиях библиотек запрещено. В республике нет скачка цен и ажиотажа на продукты питания. Министерство предпринимательства проводит в торговых сетях мониторинг продуктов питания и товаров первой необходимости. На потребительском рынке республики ситуация устойчивая, сообщают в министерстве. Все полки не пустуют как на оптовых базах, так и в розничных магазинах. На складах запасов как минимум на 3 месяца. Что касается цен, то их необоснованный рост под контролем. Если какой-то предприниматель или продавец увеличил цену,
то если этот факт произошел, то любой потребитель может обратиться на горячую линию Государственного комитета по ценовой политике, где дать этот сигнал, и необоснованный рост цен будет зафиксирован и применена меры административного характера данному предпринимателю. Птицевод из Китая Шан Юкан решил поблагодарить медиков, вылечивших его от коронавируса необычным способом. Ему на помощь пришли около 4000 пернатых подопечных. Флешмоб состоялся в провинции Гансю. На дороге он нарисовал зерном силуэт доктора, после чего куры сбежались клевать корм. Таким образом, своими телами птицы образовали силуэт медицинского работника в защитной маске. Китайский фермер также дополнил свою благодарность, пожертвовав 3000 яиц в пользу врачей, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас небольшой рекламный блок, и смотрите далее в нашей программе. Сегодня отмечается День Арктики. Какие принимаются решения для долгосрочного развития арктических территорий страны? Устали мерзнуть и жить в сырости. Дома в поселке Беркакит Нерюнгринского района нуждаются в капитальном ремонте. В эфире «Итоги дня» мы продолжаем. Сегодня отмечается День Арктики. Праздник символизирует солнце, наступление долгожданной весны после долгой полярной ночи. Сегодня принимаются важные и значимые решения, определяющие долгосрочное развитие арктических территорий страны. В начале года президент России утвердил основы государственной политики в Арктике на период до 1935 года. В ближайшие дни планируется утверждение стратегии социально-экономического развития арктической зоны России и госпрограммы. Планируется реализовать проекты по развитию инфраструктуры и комфортного пространства, местного производства и экологической безопасности. Подготовки законопроекта о господдержке и предпринимательской деятельности в арктической зоне ко второму чтению и обсуждению поправок, внесенных регионами, были посвящены парламентские слушания в Госдуме. Региональные власти внесли более 16 поправок, в их числе предложение о создании Арктического общественного совета, о соблюдении недропользователями стандарта ответственности. Отдельным разделом включены статьи о защите прав коренных малочисленных народов Севера. Принятие закона о господдержке предпринимателей в Арктике влечет также изменения в налоговый, лесной, земельный, градостроительный и бюджетный кодексы. Меры поддержки должны заработать уже летом. Природопользование – это вид хозяйственной деятельности, этносохраняющий и культуросохраняющий. Он должен быть поддержан. Мы считаем, что в этом законе субъекты традиционного природопользования, все, кто осуществляет традиционные виды хозяйственной деятельности, должны автоматически рассматриваться как резиденты арктической зоны и автоматически получать те налоговые преференции, которые помогут им поддержать и улучшить состояние тех видов деятельности, которыми они занимаются, сделать их более маржинальными, потому что в основном они все очень низкомаржинальные. В Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии прошла рабочая встреча с представителями холдинга «Балкотлатмаш», изготовителем котлов и котельного оборудования различного назначения. В качестве актуальных для Якутии предложений представлены два реализуемых инновационных проекта: модульное оборудование по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, используемое одновременно в качестве источника тепловой энергии, и газогенераторы, работающие на буром угле и на биомассе с топливом влажностью до 20% с возможностью когенерации, выработки как электрической, так и тепловой энергии. По итогам встречи стороны выразили общую заинтересованность в реализации проектов и готовность рассмотреть вопрос пилотного внедрения проектов. Устали мерзнуть и жить в сырости. В поселке Беркакит Нерюнгринского района, где в 1977 году было уложено золотое звено железной дороги, блочные дома давно нуждаются в капитальном ремонте. Жители поселка обратились в поселковую администрацию за решением этой проблемы. В ситуации разбирался Сергей Козюра. Первые построенные блочного типа дома в поселке Беркакит датируются 1979 годом. Есть, конечно, и более поздние постройки. Дома стоят без капитального ремонта по 40 лет. И таких, которые нуждаются в обновлении, 11. В данной ситуации только законопатить швы этим делу не поможешь. Елена Владимировна живет в доме номер 7 по улице Мусы-Джалиля. Делали швы, но толку от того, что их расконопатили и опять законопатили, толку никакого. Тепла практически нет. Просто нет. Как если длительные дождевые дни, особенно летом, все стены промокают. И получается сырость.
Конечно же, тут нужен основательный подход – утепление всего фасада. Обеспокоенные жильцы обратились и в управляющую компанию, и в администрацию поселка с просьбой ускорить решение по комфорту первостроя. Те, в свою очередь, направили запрос в фонд капитального ремонта. Очень волнует вопрос комфорта наших жителей, то есть проживания наших жителей. Каждый год мы сталкиваемся с тем, что действительно люди замерзают в своих квартирах, и это создает потребность в капитальном ремонте. У нас, как со стороны муниципалитета, сейчас будет проводиться большая работа по поводу того, чтобы первыми видами работ с фондом капитального ремонта, конечно же, явился ремонт кровель, то есть утепление наших домов и, конечно же, утепление подвальных помещений. Как нам пояснили в администрации поселка, уже в 2021 году начнется капитальный ремонт этих домов. Ведь свет и тепло, составляющие комфорта и уюта, всегда были и есть в приоритете, особенно в северных регионах. Сергей Козеров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ленчане, любители горячего пара и благоухающих веников скоро смогут посещать городскую баню. В Ленске началась реконструкция этого объекта. Много лет здание находилось в запустении и было подвержено разгрому вандалов. Когда городская баня распахнет свои двери для ленчан, узнавала Анна Кожевникова. С легким паром скоро эта фраза зазвучит в этих стенах. В Ленске началась долгожданная реконструкция единственной городской бани, которая более 5 лет стояла в запустении. Ее ремонт районной администрации обойдется в 36 миллионов рублей. Прошли государственную экспертизу, получили положительное заключение, после чего уже 20 февраля 2020 года заключили контракт на проведение капитального ремонта данного объекта. Подрядчики уже в течение 3 дней после заключения вышли на объект, огородили территорию и занимаются вывозом строительного мусора. Как всегда это бывает, много времени отнимает бумажная волокита, подготовка документации. А вот подрядная организация новосибирская фирма «Общество с ограниченной ответственностью» ГАРД оперативно взялись за дело. Уже произведен демонтаж плитки, потолка, системы отопления. Частично завезен материал. Скоро работники приступят к внутренней отделке. Реконструкция городской бани предполагает не только внутренние работы, но и наружные. Это ремонт кровли, обшивка фасада и благоустройство прилегающей территории. За годы, пока баня не находилась в эксплуатации, ее разгромили как только могли. Выбили окна, двери, а системы канализации и водоснабжения с течением времени вышли из строя. С вопросами о ремонте этого важного социального объекта часто обращались ленчане к представителям разного уровня власти и в СМИ в том числе. В основном пожилые люди ходят в баню. Кости попарить надо, помыться надо. А мы там местные жители. Дома у кого свои бани есть, у родственников, кто в городе живет, ездит в баню. Ну, так, конечно, желательно бы, чтобы, конечно, была баня. Даже у нас первый секретарь был, вот, Ягнышев. Он даже ходил с народом пообщаться, чтобы туда, в городскую баню ходил. Ну, и сам мылся там с удовольствием, с народом общался, Ни одной бани в городе нет, вот, и что это? Теперь эта проблема будет решена, и уже к осени 2020 года ленчане могут запасаться вениками. Согласно контракту, работы подрядчик должен завершить в срок до 31 августа. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Эндокринологи Республиканской клинической больницы ведут прием пациентов в Алдане. В Южную Якутию врачи отправились впервые. В Алдане специалиста нет. Между тем, заболевания поджелудочной и щитовидной желез встречаются часто, и таким пациентам требуется постоянное наблюдение. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Алла Шавина пришла на прием к эндокринологу. Возможность попасть к врачу представилась неожиданно, и для Аллы это большая удача. Женщина должна осуществлять контроль за здоровьем. В городской поликлинике постоянного специалиста нет. Раньше в полгода раз гормон должна была сдавать, а сейчас и наблюдение врача также, а сейчас в год раз. Но у нас врача как такового нет, мне приходится ездить в город Благовещенск. В настоящее время прием на базе Алданской городской поликлиники проводят эндокринологи Республиканской клинической больницы. Консультации, корректировка лечения, назначение дополнительных обследований. Ежедневно эндокринологи принимают от полусотни пациентов. В следующем, думаю, будем договариваться, проводить телемедицинские консультации и подумаем насчет таких выездов, потому что населению требуется. К эндокринологам большинство пациентов обращаются с сахарным диабетом и проблемами щитовидной железы. В последние годы отмечается тенденция к омоложению этих заболеваний. Больным требуется постоянное наблюдение у врача. Насколько я заметила, в промышленных районах, там, где есть
добыча, скажем, ископаемых, да, заболеваний щитовидной железы в процентном соотношении гораздо больше бывает. Республиканские специалисты консультируют пациентов в Алданской поликлинике, а также проводят выездные приемы в городах и поселках. По мнению врачей, организация эндокринологической службы в районе необходима. Считаю, что это достаточная проблема, потому что заболевания эндокринной системы по всему миру, ну, в частности, сахарный диабет, неуклонно растет. В поликлинике постоянное наблюдение пациентов с заболеваниями поджелудочной и щитовидной желез осуществляют участковые терапевты. При необходимости больные направляются в город Якутск. Ожидается, что эндокринолог приедет работать в Алдан через пару лет. На данный момент заключен договор со студенткой медицинского института СВФУ Якутска по целевому обучению по эндокринологии. То есть она обучится 2 года в ординатуре и должна к нам приехать. Заболевания, выявленные на ранних стадиях, легче поддаются лечению. Между тем, далеко не у всех пациентов есть возможность выезжать в крупные медицинские центры. Выездные приемы, проводимые врачами Республиканской клинической больницы, способствуют повышению доступности медицинской помощи. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А в Усть-Нере работают онкологи в рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассказывает Светлана Поцелуева. 3 специалиста Республиканского онкологического диспансера уже через час после прилета приступили к приему больных. Мы приехали в ваш район в рамках реализации национального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы врачи из Республиканского онкологического диспансера. Наша обязанность – консультативная помощь, особенно жителям северных арктических улусов, где нет специалиста-онколога. Местные медики постарались организовать явку стоящих на учете онкобольных, сообщив во все поселения. Живу и работаю в Арктике, в доме престарелых. Вот приехала, врачи приехали с Якутска, и мы приехали обследоваться. Это очень удобно, конечно, это не надо ехать в Якутск, столько растраты. В районе, несмотря на все попытки и приглашения, пока нет врача-онколога, и больные, а их немало, вынуждены для высокотехнологичного обследования и назначения лечения выезжать в Якутск. Приезд онкодесанта для многих решил эту проблему. Нормально. Ага. Так, это полностью у вас остается, пусть у вас будет. Ага. Если что, вы знаете то, что должны же подойти ко мне. Так. Ну все, у меня все хорошо. Будем жить дальше, работать. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире.